в различных соцсетях, естественно, видим абсолютно разные направления. Зачастую это повторяющиеся вещи. Ну, надо это тоже отметить, Мгм. потому что люди перенимают Ну, друг от конечно, друга. да, чем-то надо питаться. Конечно. То, чем вы сейчас занимаетесь, мне кажется, это такое нечто эксклюзивное для Абхазии уж точно. У вас и мастерская такая аутентичная, и про мастерскую, естественно, мы попозже поговорим. А вот откуда вот эта идея возникла? С чего все Ну, начиналось? конечно, это тоже соцсети, конечно, потому что есть родоначальница, да, этого процесса, и есть люди, которые, от которых, допустим, да, я потом узнала, что есть такая техника экопринт, которая занимается. Потом еще есть момент такой, что когда люди занимаются валянием, валяние со мной не осталось, а Мгм. они часто хотят использовать натуральные материалы. И вот это вот приводит к тому, что тебе интересно покрасить, что даст такой цвет, что такой цвет даст, допустим, да, вот это все попробовать. Потом уже остается это, наверное, в том, что хочется меньше использовать, ну вот, допустим, там даже упаковку, там немножко начала я мыло делать, да, мне хочется делать упаковку такую, которая бы нет мыла, нет упаковки, вы как бы, да, это все, ну как, чтобы не использовать синтетику. Я не стопроцентный там эко повернутый, да, но что-то, что я могу, чтобы у меня было из этой истории. Была такая техника, ну вот, допустим, даже вот здесь она используется сейчас, Мгм. да, если немножко по-другому сделать, то эти листья будут красными. И вот красные отпечатки, там есть такая трава Марина красильная, ею пропитывают растения для того, чтобы получить красные либо фиолетовые отпечатки. И вот это вот первое, что я, ну, с чего я начала, там был первый мастер-класс, который я приобрела. А потом уже наоборот хочется смотреть меньше. Был еще мастер-класс вот такими сиреневыми вот красителями, да, с Мгм. сиреневыми синими. А потом хочется наоборот меньше смотреть, потому что у тебя уже какая-то база есть, и чтобы ну, как бы волей-неволей как бы, да, не захватить какую-то ну, чужую идею, да, лучше все-таки начинать работать. Посмотрела там, ну, осторожничать с этим. Мгм. Ну, так, вот так вот. Хочется свое что-то все-таки больше, чтобы было. Какой-то твой почерк, да, использовался все-таки. Мгм. Поэтому стараюсь, чтобы было так. Одно дело приобрести какой-то навык, Да. другое дело еще научиться разбираться во всей этой истории. Тут вы не просто умеете сочетать цвета, нанести это все на ткань, вывести в такую в идеальную какую-то форму, фактуру. Вы наверняка хорошо разбираетесь еще в самих растениях, что какой цвет дает, как что можно сочетать с чем. Сколько времени на все это уходит? Ну, со временем, да, со временем пришло уже это. Ну, причем чем дальше, чем дольше работаю, тем больше я начинаю понимать, что я уже не все знаю. Как-то сначала такая радостная, что что-то получилось, ты уже все умеешь, а потом время проходит, конечно, ну, ты уже начинаешь думать, а все ли я знаю, еще далеко не все, еще впереди там куча всего. Ну, конечно, уже понимаешь, Мгм. что это растение даст одно, это растение даст другое. Примерно я могу предполагать, какая будет реакция. Но опять-таки есть всегда соблазн что-нибудь залить и сказать, ну-ка, давай я попробую сейчас вот так вот сделать, а не так. И получается совершенно другая реакция. Потому как от того даже, как ты разложишь, да, как ты используешь ткань, ты можешь, допустим, завернуть целлофаном, а можешь без целлофана. Это уже будет другой платок. И все. Очень много нюансов есть. А можешь ты ожидать, вот у меня, допустим, в этом году удивила мимоза, у меня был такой просто ядерный, такой сумасшедший мимозовый платок. Когда я покрасила второй, использовала, он получился совершенно другим золотым. Первый был зеленый такой, второй получился золотым. Ну, я понимаю, Удивительно. что я что-то сделала по-другому, ну, как бы я сделала по-другому, но все равно ты вот открываешь, а там вместо листьев капли, знаешь, которые тебе еще больше нравятся на самом деле. Ну, я, в принципе, спокойно отношусь к каждому пятнышку практически, да, потому что это все как бы все показывает, что это живой процесс. Ну, а вот Да. возможно на 100% повторить На сто какую-то процентов нет. работу? Нет. Есть люди, которые могут повторить на 100%. Это именно
люди, которые разрабатывают мастер-классы, да, которые отрабатывают одну и ту же технику, да, это вот, ну, как бы гении технологий такие, да, которые вот они отрабатывают, и то там в этом листике будет какое-то изменение, потому что ты 2 раза, даже если ты используешь лист 2 раза, второй раз он работает по-другому, и все, вот и все, как бы, да. Ты думаешь, ты хитрый, а он хитрее, чем ты. Для того, чтобы достичь какого-то результата, ну, нужно там методом пробы и ошибок идти к своей цели. А помните ли свой первый опыт, какой он был? Первый опыт, кстати, был, вот именно первый, был красивый, который меня обрадовал. Я получила... Вы так поверили в себя сразу, да? Я получила от лепестков розы красивенный такой бронзовый какой-то оттенок. Причем я вот потом я на этот подвиг второй раз я решилась и потом не делала. Но это было очень красиво. Вот ты получаешь прям настоящее золото. Золото, которое получаешь от растений, оно такое глубокое. Вот, допустим, есть краска золотая, которую ты наносишь сверху, да, а золото, которое получаешь от растения, оно вот изнутри идет ткани. Вот это, ну, допустим, оно может быть зеленое золото, может быть желтое золото, но оно всегда вот изнутри ткани исходит. Вот свойство такое просто, да, пропитывается же ткань. И тут, конечно, я была просто в обмороке глубоком, потому что вот эти вот, ну, как бы следы вот эти вот бронзовые, они меня вообще пленили. А ошибки, конечно, были. Можно, в принципе, всегда переработать, всегда практически, да, можно перекрасить, можно сделать... То есть ткань не портится при повторном окрашивании, например? Нет, как раз-таки иногда бывает, что ты наслаиваешь одно окрашивание на другое, да, вот у меня там есть маленький синий платок, сейчас покажу, там изнутри светятся папоротники, а сверху, допустим, клены, да, даже если это испорчено, допустим, да, это можно там, резинку сделать, перешить, но все равно ткань... У меня вот тут был недавно момент, когда закончилась вся ткань, я достала из загажника все кусочки, которые у меня были, там шила резинки, вот тебе... Потому что, ну, хочется, чтобы это все не лежало там где-то по углам и максимально, чтобы использовать все, что есть. А потом вдруг он там через даже там какое-то время проходит, и оказывается этот кусочек красивым, да, который тебе казался некрасивым, а вдруг он там засветился. Но единственный был момент, я однажды пробовала сделать, сейчас я скажу, кислота или винная кислота. В общем, я его просто вот я раскрыла, и он такой распался, потому что переборщила с намазыванием обесцвечивающей вот этой, по-моему, винная кислота была, что-то такое. Или щавелевая. Она тоже растительная, но она ядреная такая прям. И она у меня на глазах вот так фрыть, и все, и нету больше. Светлана, действительно, и сама мастерская, она не просто мастерская, Не просто, да. а вы в таком историческом здании. Хочу, чтобы вы рассказали о том, как это вообще случилось в вашей жизни, как так получилось, что ваша мастерская расположена в доме Ждановых. Немного историй, как говорится, из первых уст. А на самом деле все было вообще очень просто, предельно просто. Я вот так вот будет у меня мастерская, будет обязательно на вашей горе, сказала Аня. Аня сказала, приходи, найдем место. И все, и вот в конце прошлого лета я сюда переехала. Мы вынесли лишнее, занесли потом то, что книги, как бы, да, ну, вернули обратно просто. И все, и с тех пор, ну, если вот сказать, допустим, да, я иногда переживаю, что я мало чего здесь так обустроила, но у нас был один стол, вот этот красивый на самом деле, и все, больше все остальное потихоньку выносилось. Это была пустая комната и стол. Вот. А теперь потихонечку уже появился... Но пространство такое прям аутентичное. И я полагаю, что это целенаправленное решение ваше. Да. Знаете как, ну, у меня всегда есть такое представление в голове, что есть люди, которые любят покупать в красивых магазинах, да, вот представлены. Есть люди, которые любят покупать в мастерских. Вот моя история, да, я все-таки понимаю, что я продаю в мастерской. И у меня есть опыт работы в багетной мастерской, когда я знаю, что люди к нам приходили, да, мы там бежали с рейками, с багетом, и всем было интересно, когда мы вытащим этот лист, положим их работу, сверху там рейку багета, да, и вот это все было, очень живой процесс был. Но практически то же самое у меня здесь, потому что кто бы ни пришел, у меня все время что-то происходит здесь. Даже
там бывает, что там туристы придут, да, ну, когда все здесь, вот, я стараюсь, конечно, в чистоте содержать, но тем не менее, когда вот что-то варится, это совсем другая история, да, ты можешь показать, и вот человек понимает, вот даже когда сейчас Что и как снимали, делается. да, для Осарки, вот, человек, который ко мне приходил, общалась со мной, ну, просто, да, мы разговаривали, она говорит, я до тех пор, пока не увидела, как это все открывается, ну, покрасили платок и покрасили, ну, многие красят, допустим, да, а то, что это от растения переходит напрямую к ткани, ну, это все равно живая история получается. Вот каждый лист отдает свое что-то, да, он захочет отдаст, а захочет и не очень-то. Раз уж вы заговорили о Да. туристах, о Да. людях, которые Да. чаще всего покупают у вас ваши изделия, Да. а как они о вас узнают? Как эта связь налаживается? Ну, кто-то через Инстаграм узнает. Есть люди, которые приходят сюда, в дом, да, и заходят ко мне. По-разному. Кто-то захотел прийти, кто-то нет. Опять-таки, это же все кому откликается, правильно, эта история? Вот. И есть те, которые уже уехали, допустим, да, и им уже я отправляю посылки, там, в Россию отправляю посылки, с кем уже познакомились, и, ну, и продолжается общение, да. Я вот раньше была таким довольно замкнутым человеком, а теперь получается, что вот благодаря всей этой истории я, ну, тоже раскрываюсь. Здесь я все-таки стараюсь использовать растения, которые растут у нас по максимуму. Есть фоновые, которые у нас просто не растут, допустим, да, там синий такой, ну, на то, что можно. А так мне самой интересно использовать то, что растет у нас. Меня еще там в горы запустить на какое-то время, но там жалко. Когда вот цветущие растения, даже в горах ты идешь, однажды был у меня момент, когда я собирала, но потом я себе места не находила, что зачем я его рвала, да, потому что он, ну, второй раз я могу в конце концов и лист использовать для как того, будто бы чтобы жизни красивые. лишаешь, Да, да. мне не хочется этого делать. Уже с возрастом, в использовании всего этого, ты понимаешь, что, ну, лишнее не стоит как раз-таки рвать. Раньше там хотелось набрать всего и сложить, а теперь уже понимаешь, что можно и по-другому. Больше пожалеешь. Кстати, вот я хотела спросить как раз, используете ли вы цветочки, лепесточки, как часто это делаете? Например, в горах это одна история, там горные цветы это совершенно другая, как говорится, У вещь. цветов, для цветов есть очень большой плюс в том, что у них часто нестойкие красители. И поэтому они Везет им. есть, им прям повезло крупно, да. Есть, допустим, красивый цвет дает герань, которая уже отцвела, сухая. Отцветает, я ее дома собираю. Она дает красивый серо-сиреневый, вообще красивенный оттенок. Потом есть красильные растения, которые там даже дают желтые цвета. Но это именно есть список даже красильных цветов. Все остальное нестойкое. Там часто в интернете бывает, там цветочек постучали по ткани и мне присылают там, ну, красиво. А время пройдет, и нам же надо, чтобы эту вещь постирали, правильно? И она потом выжила после этого. Поэтому лучше уже это будет какая-нибудь, вот, допустим, да, как вот здесь. Вот это щавель, самое такое дикое растение, когда он то ли красный, красноватый щавель называется. Это из серии Это тоже, сорняков, получается, такие да. платочки, только, Это галстук, да, галстучки, галстук, да. Вот его можно, допустим, на шею там завязали, да, узлом закрутили здесь вот. И те, кто умеет, смотря да, кто я как сейчас не буду использует, закручивать, да. а то это надо чуть-чуть повоображать. Тут я вижу еще мыло. Да. Тоже еще одно направление, которое вам интересно, по всему видимому. Да, мыло – это увлечение, наверное, последних месяцев. И тоже мне нравится тем, что здесь… Можно я понюхаю? Конечно, да, конечно. А здесь море вкусных масел, вот таких даже. Я даже стараюсь по минимуму использовать ароматы, потому что сами масла, которые ты используешь там, да. Ощущается после того, как… Миндальное масло, масло ши, кокосовое масло, пальмовое, которое есть не стоит, а для мыла это хорошая история. И вот ты как бы намешиваешь вот эту вот массу масляную, да, туда там перемалываешь какие-нибудь растения, либо отвары, либо соки, там лимона, например, сок туда идет. И вот это мне опять-таки нравится, что ты используешь. Я вижу своими глазами, что я использую, и об этом мне хочется все время рассказать. И вот, допустим, здесь там, да, была
вот полынные отвары, полностью это мыло внутри полыни, отвар полыни, масла настойные на полыни. И они даже если не будут пахнуть явно, он в нем все равно чувствуется, как бы при использовании, да, ты чувствуешь, что ты делаешь. Вот здесь, допустим, у меня кусочек остался, это мыло с люфой, внутри люфа. И там при купании внутри запаяна мочалка, которую можно, Здорово. которую можно использовать. Здесь растения готовятся к окрашиванию, а здесь такой небольшой хлопковый кусочек, который окрашен эвкалиптом. А насколько вы кладете этот кусок? Часа полтора-два. Да, часа полтора обычно. Там парится или что? Как этот процесс называется правильно? Вот опять-таки запаришь, будет одна история. Сваришь в отваре, будет другая. Все зависит от того, что ты хочешь получить. Но чаще всего запаривается, потому что мокрая ткань, мокрые там, растения, либо мокрые, либо сухие, в зависимости от того, что мы хотим получить. И сейчас, конечно, мне будет очень интересно, если здесь нет отпечатков, но мы посмотрим. Хотя бы будет суть понятна, в чем там дело. Есть эвкалипты. Это кусок хлопка, это не шелк. И вот у нас эвкалипты. Это свежие. Они... Вот так. Вот эвкалипты. А кладете вы растения так, как просто, не знаю, интуиция подсказывает, как душе угодно, условно говоря. Нет никаких каких-то особенных правил, наверное, да? Или знаете как, все равно есть. Ты чувствуешь, иногда чувствуешь, а иногда не очень чувствуешь. Такой аромат. Конечно, эвкалипт. Эвкалиптовые ткани остаются очень долго пахучими. Вот, допустим, смотрите, даже, да, одни и те же, одна и та же ветка. Но другой стороной повернутый. Разные, да, интересно тоже. Вот, допустим, вот этот лист лежал одной стороной, да, он будет еще со временем станет немножко фиолетовым. Здесь другая сторона коричневым. А если бы, допустим, я красила теми же листьями шелк и там пропитала их, допустим, там лимоном, да, посильнее, то они дали бы оранжевый цвет. А может быть, какой-то лист опять-таки дал вот такой зеленый. Но не угадаешь, в общем. Поэтому всегда сюрприз. Обидно, когда ты что-то сделал и достиг какого-то классного результата, хочешь повторить, ну и никак не получается, потому что не угадаешь. Если даже вот на 90% повторишь технику, наверное, все-таки с результатом не угадаешь. Не угадаешь. Не угадаешь. Ты можешь просто примерно понять, что ты делаешь, да? Но если даже вот, ну, допустим, сейчас я скажу, на 100 грамм ткани я кладу 1 грамм железного купороса, да? Но я чуть-чуть переборщу, и она же будет более темная. А темная даже это не сама ткань будет темная, а растение сыграет, как бы больше силы даст, да, и оно будет более резким. А иногда хочется, чтобы эти отпечатки были слабее, да, допустим, грубо говоря. Либо ты, что-то там вот повернулась и неправильно положила, даже вот я могу закрутить это все, условно говоря, да, на трубу с ограничением с целлофаном. Это будет четкий лист. Если я его закручу просто вот так вот, без пакета, да, сольется. Все сольется, и это тоже может быть красиво. Это тоже будет интересно. Шерстяной платок, вот эвкалиптом мы окрашивали, он был без особых прокладываний целлофана, он был такой коричневый, красивый, и там было минимум, вот через шерсть даже тонкую, второй раз лист вот через слои слабо проходит. И он был такой красивый коричневый. Я решила точно так же покрасить шелковый платок. И он стал тоже красивым, только фиолетовым. И это все превратилось в такую кашу, потому что все слои пропитали друг друга. Вот какой следующий этап? После вот этого этапа? После этого, из этой ткани будут, скорее всего, мешочки для
ну вот она, допустим, да, порвется, да, и будут Это мешочки. если говорить Либо про да, формы. да. Я говорю, наверное, все-таки не про Про форму, платки? а и про то, какая обработка нужна. Обработка Да, нужна. помимо того, что сейчас сделано. Они полежат несколько дней, должна Мгм. пропитаться обязательно, чтобы закрепился краситель, да. Потом стирка, немножко уксуса для того, чтобы, ну, уксусом всегда Мгм. закрепляли краситель. И потом уже отутюживание То есть хорошее все. искусственных красителей Нет, абсолютно не нет, используется нигде не вообще. используется. Вообще. Можно ли стирать, как стирать, Шампунь. чем стирать? Шампунь и все, да. Можно, конечно, купить средства для шелка, ласку, там еще Мгм. что-то, да, ну, это все возможно. Ну, по большому счету, когда она у нас есть дома, да, там ласка, когда есть, когда нет. Во-первых, А они шампунь не... есть всегда. Да, шампунь есть всегда, во-первых. Во-вторых, они не требуют, ну, вот шелковые платки вообще стирают раз в сезон, потому что сама шелковая ткань, она не впитывает настолько грязь, не Мгм. впитывает. Ну, такое свойство у нее. Потом она, даже если она принимает влагу, допустим, да, она быстро ее отдает сама по себе. Тут абсолютно разные техники, Абсолютно да, разные по всему техники, да. видимому. Да, да. Вот Здесь какого просто даже рода растения вы использовали? это все Расскажите. вот эти листики в прошлом году собирались осенью для Мгм. того, чтобы они сухие. Сухие листья хорошо впитывают краситель. Но здесь опять-таки краситель Марина Красильная. И она дает либо красный, либо фиолетовый цвет. Мгм. Красный, розовый, может быть, терракотовый, ну, как бы вот эта вот сторона, да. И если, допустим, вот здесь у меня листья хорошо высушены, они четкие. Если бы я их чуть-чуть меньше высушила, они бы дали разводы, либо, ну, тоже такой непредсказуемый, конечно, был бы результат. А Ну, может используются дать только тень. сухие листья, правильно понимаю? Нет, Или есть, нет, да. есть и свежие, да, бывают и свежие. Ну вот, допустим, вот здесь использованы свежие листья. Мгм. Несмотря на то, что он очень слабый такой, да, отпечаток, но я не захотела его трогать, потому что оттенок красивый получился. Здесь все листья свежие. А от свежих листьев получается более слабый отпечаток или это от этого Но не зависит все-таки никак? сухие листья, они как бы, знаете, вот как, наверное, когда как растение, когда ты кактус не сажаешь Ага. сразу, да, он немножко потом сильнее приживается, да. Когда немножко сок уходит, а потом влага дается ему, да, он дает больше силы. Поэтому свежие чуть-чуть как будто подвялить стоит для того, чтобы они окрашивали. Здесь была вообще такая техника, когда вот те же самые клены, Ага. допустим, да, как на синем платке, они уже смотрятся по-другому. И это все окрашивалось в таком... Честно говоря, уму непостижимо, как такое возможно сделать собственными руками. Вы И знаете, как если вы что-то поймете? шьется, там Да. вяжется, это другая история. Но вот Вот вы это... пойдите осенью по парку, когда падают листья. Вот просто посмотрите себе под ноги, и вы поймете, что листья, допустим, платана отпечатываются на асфальте, это просто четкие отпечатки. И Ну, вот тебе и техника экопринт как бы в природе, да, то, что это есть. Мы же не удивляемся, что чай окрашивает коричневый цвет, правильно? А кинешь лимон, он будет медового цвета, правильно? да, да, Это то же конечно. самое, та же самая техника получается, что или, допустим, каркаде, да, который Мгм. там дает. Вот и все. Просто здесь есть моменты, когда каркаде на ткани закрепится неважно, потому что там другие составляющие Мгм. самого растения. Есть растения, которые, ну, такие бронебойные, можно сказать. А, Поэтому, Расскажите да. нам про то замечательное платье, которое Платье, висит, да. да. Платки платками, но когда это касается прям Когда одежды, мне касается кажется... одежды, но здесь на самом деле это платье было такого абрикосового цвета, и это было, в нем выходили замуж, на самом деле. Здесь пуговки ручной работы, здесь подшивка вот такая вот, как использовали там, ну, в годы, да, там, в 60-е, 70-е, когда вручную все подшивали. Здесь даже низ там прошит вручную, Мгм. и мне вот это зацепило больше всего. Я его когда увидела, там была такая ярмарка, да, где менялись вещами, что-то продавали, покупали. И я начала звонить фотографам, говорить, что, девочки, кто занимается винтажной съемкой, есть такое вот настоящее крепдышиновое винтажное платье.
А потом поняла, зачем я кому-то предлагаю, когда я его могу просто покрасить, да, и хотя бы даже для себя кто-то захочет для фотосессии использовать. Просто Вы будет. использовали? Была такая возможность Была, реально? вот как раз я вчера выставляла клип, здесь снимали девочки красивые съемки, и нам пригодилось это платье. Это платье Да, там со своей да, историей, да. чем, в принципе, оно вас и зацепило Да. изначально. Вам не было боязно испортить его? Я полгода боялась. Потом пришла, закрутилась, сказала, бойся бояться, и все. Потому что это уже была просто... Я вот сейчас я его покрашу, сейчас что-нибудь Ну, сделаю. оно Мне, шикарное, правда, оно чудесное. если бы, ну, там были какие-то моменты пятен, за которых мне хотелось вообще по минимуму его покрасить, просто чтобы были тонкие фрагменты. Ну, просто были пятнышки, которые уже надо было просто которые не видны были, пока мы на него смотрели, а потом стали видны, когда стала использовать. Но это Какие все растения дело. вы использовали тут? Здесь папоротники есть, здесь есть травки, вот такие ромашки, которые там осенью цветут, а потом завяли, и вот у них такие остались штучки. Потом, вот больше всего такие просто травы, клены какие-то. В принципе, вот мне кажется, здесь я даже сгребла все, что у меня было, затонировала той же самой мареной и положила. И сказала, все, больше я тебя не боюсь, будем красить. Это бугенвилия у вас получается? Это бугенвилия. Бывают платки с бугенвилией. Ну вот, допустим, вот здесь вот туника, да, тоже, она окрашена, изначально фон окрашен полынью, а потом уже идут по ней по цвету, по фону ромашки, да. И полынь, вот, у нее такой красивый, холодный такой серо-зеленый на солнце, когда оттенок. И еще видим на солнце здесь Благодаря чему много-много. достигается такой цвет? Именно оттенок? Оттенок есть добавки. Есть добавки железа и алюмокалиевой кварцы. Железо уводит ее, допустим, полынь, такой вот серо-зеленый цвет. А квасцы увели бы ее в более такой желтоватый оттенок. Да. Но это, в принципе, то, что использовалось всегда в прикрашении растениями. Теория маленьких шагов. Мне бы хотелось, чтобы это место стало таким наполненным. Ну вот, причем наполнять его тем, что ты делаешь, наполнять, чтобы люди приходили, да, чтобы было здесь такое живое место, скажем так. Потому что я по натуре замкнутый человек, да, но все равно время проходит, ты начинаешь потихоньку там общаться со всеми. Ну и точно так же и наполнить и изделиями здесь, но и само место, чтобы ожило. Поскольку сама мастерская у меня уже есть, там, допустим, могла сказать, я мечтаю мастерская, она у меня уже есть. Теперь надо думать над ее наполнением и над ее окружением вообще, да, вот, чтобы она, оставаясь вот такой вот милой, какая сейчас есть, чтобы она приобретала что-то потихонечку, такое что-то симпатичное, добавлялось бы в нее из изделий, ну и вообще из всего, да. Ну, Бог даст, может, я там решусь на мастер-классы потихонечку вести. И потом, наверное, знаете, как бы хорошее такое, пусть все будет хорошо, и мы будем спокойно работать, и это мне очень нравится состояние. Спокойно живешь и спокойно работаешь. И по чуть-чуть что-нибудь создаешь красиво.